Картина «Ссылка» написана художником Даудом Ахриевым в 2019 году и посвящена она трагической странице ингушского народа – депортации 23 февраля 1944 года. Даже при первом взгляде на картину поражаешься эффекту, который она производит. Мы как бы перемещаемся во времени и чувствуем все оттенки чувств, которые испытывали ссыльные. Картина ныне хранится в Музее изобразительных искусств Республики Ингушетия. О ней, как о ценном экспонате, ее создатели нам рассказала главный научный сотрудник Мадина Хамхоева. Ахриев Дауд родился 18 декабря 1959 году в городе Павлодар, Казахской ССР. В 1991 году он успешно закончил Академию художеств имени Репина. И после второго курса стал такой вопрос, важный для всех студентов, в какой из мастерских они продолжили свое обучение. И в этом плане, конечно, Ахриеву Дауду очень сильно повезло, потому что его преподавателями мастерских стали такие художники, как Андрей Мыльников и Петр Фомин. Он о них отзывается как о великих людях и говорит, что они сыграли огромную роль как в формировании его как личности и как художника. У Дауда Ахриева очень много работ, посвященных его малой родине, Ингушетии. Есть те, что описывают ее красоту, так и те, что рассказывают о трагических событиях, к которым относится и картина «Ссылка». Вообще на такую тематику работы были написаны в основном по воспоминаниям родственников и непосредственно его матери, Мариты Ахриевой. Она рассказывала, что в день выселения, 23 февраля, они были на городской площади и пришли на празднование Дня Красной Армии. В это время их окружили солдаты и повели в сторону железнодорожной станции, где их депортировали. И по воспоминаниям матери, родственников была написана данная работа, в которой автор отразил весь трагизм этих событий. На картине показан товарный вагон в момент выселения. Мы видим, что он очень тесный на количество людей, которые в нем размещены. В вагоне мужчины, женщины и дети, но в силу национальных особенностей люди создали отдельные зоны, отгородившие при помощи одежды и постельного белья. На переднем плане мы видим женщин и детей. Кто-то сидит, кто-то лежит. Художник сумел настолько четко прорисовать каждую деталь, благодаря чему картина буквально оживает, и зритель может почувствовать эмоции людей, опустошенность, отчаяние, безвыходность, скорбь. Мы видим, что на переднем плане лежит умирающий человек. Возможно, это женщина, накрыта покрывалом. Рядом с ней в полусидящем положении находится другая женщина, которая, возможно, из безысходности какой-то, она понимает, возможно, что этот человек уже не выживет, и она рыдает. Мы видим, что дано изображение детей, которые, видимо, тоже изнуренные и голодом, и различными болезнями, возможно, даже уже не имеющие сил попросить еду. Видно, что окна в этом вагоне заколоченные, вагон не отапливался. Здесь свалены в одном с левой стороны груды дров, и стоит на втором плане печка типа буржуйки. На заднем плане мы видим силуэты мужчин, которые безмолвно сидят. По ингушскому менталитету мужчинам не свойственно показывать свои чувства и эмоции. Они ведут себя сдержанно. Благодаря цветовому решению картина выглядит очень гармонично и чем-то схожа с работами великих европейских художников. В цветовой гамме работа написана в очень таких приглушенных тонах, но при этом очень интересно, потому что работа написана, как маски показаны, положены так, словно это мозаика какая-то. Голубые, сиреневые тона. Но можно действительно отметить, что в этой работе нет какого-то главного героя, на которого сразу падает взор. Тут показана группа людей, в частности женщин, которые охвачены одним состоянием трагизма, безвыходности, несправедливости, которые происходят в данный момент с ними.
Автор картины «Ссылка» Дауд Ахриев передал эту работу и несколько других своих полотен Музею изобразительных искусств Республики Ингушетия в 2022. По словам искусствоведов, картина «Ссылка» представляет не только высокую историческую, но и художественную ценность, так как написана в лучших традициях изобразительного искусства. И увидеть этот экспонат можно будет на всевозможных выставках музея.